глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов. Добрый день. Послание – это не доклад о проделанной работе, не отчет о достигнутых успехах. Не ждите в нем ответов на все вопросы. Послание – это скорее взгляд в перспективу, осмысление ключевых проблем и постановка приоритетных задач с учетом оценки текущей ситуации. В начале этого года мы понимали, насколько он может быть трудным по причине тех рисков, которые продиктованы ситуацией на мировой арене и в стране. Поэтому в конце прошлого года мы настраивались на безусловное выполнение всех социальных обязательств, поиск резервов для обеспечения устойчивого развития экономики. Сегодня можно говорить о том, что основные параметры социально-экономического развития республики сохранили положительные тенденции. По итогам года ожидается рост промышленного производства, оборота предприятий, розничной торговли, сохраняются темпы жилищного строительства. Такие индикаторы, как пенсия, реальные доходы населения не подверглись серьезным колебаниям. Увеличение валового регионального продукта прогнозируется в пределах 2–3%. Мы ощущаем замедление инвестиций в основной капитал, которые объясняются завершением ряда крупных строек, снижением доступности на финансовом рынке. Но в общем положение республики складывается лучше, чем в среднем по России. При этом мы знаем, что и по стране ожидаемые потери оказались менее болезненными, чем предполагалось. Таким образом, правительство и хозяйствующие субъекты республики справляются с определенной нагрузкой. Но для сохранения достигнутых результатов нам придется во многом повторить нынешний сценарий управления республикой в 2016 году. Для всех важно, как мы будем принимать бюджет республики. Этот процесс вышел на финишную прямую. Депутаты приступили к рассмотрению годичного бюджета. Наш главный финансовый план по-прежнему строится на базовом варианте прогноза, основывающемся на высокой зависимости от мировой конъюнктуры рынка полезных ископаемых, курса доллара и стабильности механизмов взаимоотношений с федеральным центром. Бюджет должен быть полностью сбалансированным. Для этого жестко ставится задача по управляемости государственного долга и обеспеченности обслуживания, на первый взгляд, большого дефицита. Нам нужно в первую очередь заботиться о доходной части, которая напрямую зависит от уровня развития экономики. Для этого придется очень заинтересованно заниматься деятельностью конкретных отраслей и предприятий. Также должна быть продолжена работа по совершенствованию межбюджетных отношений с федеральным центром с учетом наших территориальных и климатических особенностей. Исполнится ровно 10 лет, как Владимир Владимирович Путин провел совещание в городе Якутске, после которого появилось его поручение разработки системы комплексного развития республики до 2020 года. Уже сейчас можно говорить о том, что система 2020 стала одним из немногих документов территориального планирования в стране, которые дали высокие качества реализации. Благодаря этому в республику уже привлечено более 1,5 триллиона рублей инвестиций. Создана новая нефтедобывающая промышленность. Новый импульс получили алмазодобыча и угледобыча. Активно формируется базовая энергетическая и транспортная инфраструктура. Реальные перспективы обрели проекты по экспорту газа и освоению месторождений редкоземельных металлов.
Нынешняя экономическая реалия еще раз подчеркивает ценность долгосрочного стратегического планирования. Поэтому в 2016 году нам предстоит сформировать, утвердить новый масштабный документ, органично дополняющий сферу 2020, стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года. В этом документе также должны быть обозначены горизонты развития Якутии вплоть до середины 21 века. Уважаемые участники собрания, подчеркиваю, что наша общая цель на ближайший год остается неизменной. Это развитие более высокими темпами. Что для этого нужно? Конечно, прежде всего диверсификация отраслей экономики, дальнейшее повышение инвестиционной активности, поддержка малого и среднего бизнеса и сырьевых секторов промышленности. Все основные механизмы, ориентированные на решение вышеперечисленных задач, подробно изложены в принятой нами в прошлом году инвестиционной стратегии республики и других программах. Кроме того, у нас своевременно созданы и функционируют институты развития, обеспечивающие полноценный инвестиционный процесс. Имея в виду корпорации развития Якутии, различные фонды, агентства привлечения инвестиций, Центр государственного частного партнерства, а также единственная на Дальнем Востоке региональную страховую компанию «Стер» и устойчиво работающий региональный банк «Алмаз-Сергейбанк». Испытанный рецепт насыщения доходов населения, избавления от безработицы, развития малого и среднего бизнеса. Это мы все сегодня же хорошо понимаем. Это не только один из магистральных путей структурных изменений в экономике, но и сегмент, несущий значительную социальную функцию. Вот предпринимательство, которое мы объявили, на последнюю очередь из-за возникших трудностей в экономике, тоже дает результаты. На поддержку малого и среднего бизнеса направлены немалые средства государственного бюджета. Введены двухлетние налоговые каникулы, мораторий на увеличение арендных ставок при использовании республиканского имущества, расширенная сеть бизнес-инкубаторов. Подчеркну роль кредитных учреждений в части сокращения сроков получения кредитов, снижения финансовых рисков предприятий. Кроме того, просил бы проявлять особое внимание к деятельности и кредитных потребительских кооперативов. В условиях рыночной экономики в погоне за прибылью иногда происходит нецивилизованная эксплуатация труда. Одна из ключевых миссий власти – защищать права, интересы работающего человека в части справедливой оплаты труда. В 2016 году ожидается выход на проектную мощность вроде «Кармир». Правительство республики придется напряженно поработать с предприятиями угольной отрасли. Появились предпосылки, ведущие к возрождению оловянной промышленности. Мы ведем достаточно гибкую политику с крупным бизнесом, держим руку на пульсе и принимаем своевременное решение по тем вопросам, которые находятся в сфере нашей компетенции. Кризисные явления на российском рынке авиационных перевозок напрямую отражаются и на авиапредприятиях Якутии. Но наша твердая позиция – поддержка и сохранить республиканские авиакомпании в условиях безальтернативности транспортного обеспечения арктических северных луж. В этой связи мы должны искать новые источники поддержки отрасли, и в том числе в рамках мероприятий федеральной госпрограммы по социально-экономическому развитию арктической зоны России. Уважаемые друзья, мы скрупулезно подошли к разработке законопроекта о развитии сельского хозяйства. Организовали вокруг него широкие дискуссии. Надеюсь, что документ будет внесен в Государственное собрание до конца этого года. Главное требование законопроекта – ощутимая отдача отрасли от оказываемой государственной поддержки. Все виды вливаний должны быть нацелены на стимулирование роста сельхозпроизводства с учетом различных агроклиматических зон и других особенностей отрасли
не в простых условиях Якутии. Предстоящий год должен ознаменоваться переходом к проектному финансированию агропрома в рамках отраслевого плана по импортозамещению продовольственных товаров. По повестке стоит создание материальной базы хранения, выстраивание системы заготовки, переработки и повышения качества продукции в соответствии с целым рядом технических регламентов Таможенного союза. Помощь товаропроизводителям должна быть отлажена работа специализированных учреждений по видам деятельности, обеспечивающим технологии ведения сельхозпроизводства. Это секционно-племенное отделом, ветеринария, земледелие, мелиорация земель. Поселения в обязательном порядке должны предусмотреть облагораживающие центральных площадей, населенных пунктов и автомобильных билетов к ним. Это должно стать визитной карточкой лично каждого главы поселения. Второе. Призываю все организации и учреждения, действующие на территории республики, организовать благоустройство подведомственных территорий, начиная от возведения заборов и тротуаров до утилизации твердых промышленных и бытовых отходов. Также призываю кооперироваться между собой по облагораживанию улиц и кварталов в целом, ведь это вопросы сохранения и архитектурного облика поселений, населенных пунктов. Главы поселений должны быть в центре этой работы. Месяц назад президентом страны подписан указ о создании детской юношеской организации «Российское движение школьников». Уверен, нам будет даже проще, чем другим субъектам России, строиться в этот проект, поскольку по моей инициативе в республике уже создано единое детское движение ЮР. Мы первыми среди регионов внедрили государственную поддержку детских общественных объединений. Сейчас ведется строительство спортивных объектов в 20-м спартакиаде по национальным видам спорта и игр в Анчаре, Верхнеуральске, и 7-м спортивным играм народов республики в Амге. Мы готовимся к проведению 6-х международных детских спортивных игр «Дети Азии». Эффективность использования как новых, так и эксплуатирующихся спортивных объектов должна быть высокой за счет обеспечения доступности населения, особенно в зимнее время. Быть спортивным и здоровым – это не только модно, но и жизненно необходимо для всестороннего развития будущего поколения. Впервые с 2003 года думские выборы пройдут как на уровне политической партии, так и на уровне персоналей в связи с возвращением смешанной системы. Наша задача сегодня – мы должны объединить усилия всех жителей республики для достойного выбора депутатов высшего законодательного органа страны, реально болеющих и делающих конкретные дела для родной Якутии и для нашей России. Спасибо за внимание.